идет о приматах, так что если следовать логике научных изысканий, совсем скоро удастся клонировать и человеческий эмбрион. Но сами исследователи говорят, что их цель – изучить возможности стволовых клеток, в частности в том, что касается лечения органических поражений, жизненно важных органов у человека и животных. Ученые сумели осуществить сложнейшую манипуляцию. Они отделили спираль ДНК от яйцеклетки и пересадили ее на другую клетку. Мы и не предполагали, что нам это удастся сделать так скоро. Так что, учитывая сегодняшние темпы, можно практически с уверенностью утверждать, что за ближайшие 5 лет мы сможем разработать технологию применения этих клеток в терапии. Но пока скептики указывают на то, что сама манипуляция трудоемка и что шансы вырастить здоровую клетку минимальны, успех к исследователям пришел на 304-й раз, когда они взяли часть репродуктивного материала у самки макаки. Сотрудников профессора Миталипова слова оппонентов не смущают. Пациентам, страдающим болезнью Паркинсона, метод, разработанный в лаборатории, может помочь справиться с болезнью. Если мы сумеем доказать, что эти полученные искусственным образом эмбриональные клетки могут облегчить недуг, я думаю, общество воспримет наши идеи вполне позитивно. К голосам скептиков присоединил свой профессор Йен Вилмот, первый создавший клонированную овечку Долли. Он утверждает, что предложенная им методика ведет в тупик, и что гораздо более плодотворной ему представляется та, которую разработали в Японии под руководством профессора Яманака. Хроники освоения космоса на Евроньюз. Совместно с